Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня расскажем. Ответ за наезд. Перед потерпевшими извинилась искренне. Они все друг друга знают. Прошло заседание суда по делу трагедии с участием квадроцикла. Что решила Фемида, узнал Рамиль Шайдуллин. Премия правительства за развитие науки и техники. Неожиданно, конечно, было, но приятно. Экологичное производство Казань-Оргсинтеза увидел Рамиль Галиуллин. Инвалид-колясочник из Альметьевска не может попасть к себе домой. Ночью пытался спрыгнуть с бордюра, упал. Ладно, хоть ничего не повредил. Почему соседи игнорируют дорожный знак и что делать в таких ситуациях, разбиралась Филюза Хамидуллина. Упал, очнулся, гипс. Убираться нечасто. Надо посыпать песочком, солью. Как казанские коммунальщики борются с гололедом на тротуарах, узнавал Тагир Валиди. Страшное ДТП произошло сегодня в Казани. Рано утром на 7-летнего мальчика наехал водовоз. Ребенок погиб на месте. Трагедия произошла на перекрестке Можайского, Горьковское шоссе. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, второклассника провожала в школу до пешеходного перехода мама. Она наклонилась к сыну, затем он шагнул на зебру. И через мгновение его жизнь оборвалась. Водителю КамАЗа 65 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения», повлекшее по неосторожности смерть человека. Прокуратура взяла расследование на особый контроль. По данным надзорного ведомства, мужчина не заметил переходившего на зеленый свет школьника. Следком сообщает, водитель КамАЗа задержан, свою причастность признал полностью. Следствие обратится в суд с ходатайством, чтобы заключить его под стражу. За смерть 11-летней девочки перед судом ответит Людмила Судакова. Процесс в эти дни идет в Верхнеуслонском районном суде. Трагедия произошла в июне в селе Ключище. Квадроцикл под управлением обвиняемой врезался в надворную постройку. Среди троих пассажиров было 2 детей и их мать. Погибла старшая дочь. По версии обвинения, женщина за рулем была пьяна. Ей грозит до 15 лет заключения. Повлияет ли на срок то, что обвиняемая и мать погибшей девочки подруги, выяснял Рамиль Шайдуллин. В зале участники событий того трагического дня. Водитель квадроцикла Людмила Судакова, за ней мама погибшего ребенка. Обвиняемая, вся в черном, за все заседание не произнесла ни слова. Трагедия случилась 19 июня. По материалам дела 51-летняя Людмила Судакова села за руль личного квадроцикла. Вместе с ней была подруга и ее дочери. Для одной из девочек поездка стала последней. Она погибла на месте. Именно на этом участке села Ключище, по версии обвинения, женщина, не справившись с управлением, въехала вот в этот сарай. Хозяйка постройки и стала самым первым свидетелем происшествия. Затем приехали медики, ДПС и спасатели. Сегодня свидетелей опросили в суде. По словам инспектора ДПС Юрия Семина, к их приезду квадроцикл оставался в сарае. На передней части обнаружена кровь. Рядом лежала девочка. А в нескольких метрах женщина-водитель. Данные женщины, имелись признаки, так как запах алкоголя. Вот. Запах алкоголя был, да? Да, запах алкоголя. Поговорить с ней у инспекторов не получилось. Сначала из-за эмоций, а затем приехала скорая помощь и забрала всех участников аварии в больницу. А мать девочки вообще, вы говорите, возбужденная. Как она? Что? Она плакала. Угу. Она плакала и звонила по телефону и говорила всем, что она потеряла дочь. Людмила Судакова обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы, но окончательная позиция будет выражена после исследования всех доказательств в рамках судебного следствия. Как нам рассказал защитник подсудимый, они рассчитывают на снисхождение суда. Моя подзащитная вину содеянным признала. Перед потерпевшими извинилась искренне. Они все друг друга знают. Договорились о добровольном возмещении материального ущерба. Каким же будет решение суда, говорить еще рано. Впереди допрос других свидетелей происшествия. Очередное заседание 9 декабря. Рамиль Шайдуллин, Олег Мыльников, ТНВ, Верхнеуслонский район. 1200 человек не смогли воспользоваться общественным транспортом в Казани за минувшие сутки. У них не было QR-кода, подтверждающего наличие сертификата о вакцинации или перенесенного коронавируса. В 3 случаях пришлось вызывать полицию для составления административных протоколов. За 2 дня действия новых ограничений на транспорте проведено 4760 проверок.
Как новые ограничения действуют в районах Татарстана, есть ли нарушители, исправляются ли водители без кондукторов с QR-кодной нагрузкой. В обзоре Светланы Звонаревой. В Елабуге маршрутки работают без кондукторов. Пассажирам билеты продают сами водители. В начале недели они получили смартфоны для проверки QR-кодов. По их словам, теперь процедура занимает чуть больше времени, чем обычно. А были у кого не было QR-кода? Сказали выйти. Вышли? Это шоферам тяжело, нам-то что мы покажем им же. Время долго верят у них. Посмотрят с телефона только и все. Это долго? Нет, не так долго. Заинским водителям повезло больше. Они работают вместе с кондукторами. Курсируют по единственному городскому маршруту. За первый день не было ни одного пассажира без QR-кода. С QR-кодами ездят и, получается, со справками, которые медотводы. Специально я это прошел, вакцинацию, чтобы в автобус приходится ездить. QR-коды у пассажиров требуют и на Нурлатском автовокзале. Проверка начинается уже на кассе при покупке билета. Народ хорошо относится. Никто не возмущается, все уже приготовлено, у всех имеется паспорт, QR-коды. Люди хотят просто жить. Это для людей надо самих. Нужно, чтобы не болеть, потому что в стране заболевших очень много у нас. Я с пониманием к этому отношусь. В районах республики пассажиропоток не такой активный, как в больших городах, и привитых жителей здесь на порядок больше. Светлана Звонарева, Айдар Шейгалямов, ТНВ, Татарстан. Автодор сегодня показал, как началась надвижка моста через Волгу. Это часть скоростной трассы М12. Первый участок моста длиной 70 метров. На этих кадрах видно, как над сваями тянут огромную конструкцию. Движение до миллиметра контролируют инженеры. Этот масштабный этап строительства своим подписчикам сегодня показал и президент Рустам Минниханов. Он опубликовал в своем Инстаграм видео, в котором можно увидеть один рабочий день мостостроителей. Низкий уровень воды, значит, мешает работать сплавсредств, и мы перестроили технологию, значит, и работаем максимально с временного моста. Зимой будут продолжаться земляные работы, выемка, насыпь, будет заготавливаться материалы инертный, ЩПС, и щебень, и песок. Будут собираться конструкции дорожной одежды, когда позволит погода. Календарная зима еще не наступила, а проблемы уже начались. За последние несколько дней жертвами гололеда в Казани стали более 300 человек. У многих переломы и даже черепно-мозговые травмы. В самых скользких местах города побывал Тагир Валиди. Перекресток улиц Восстания и Восход уже покрылся ледяной коркой. Ходить небезопасно. Для пенсионерки Людмилы Сорокиной поход в поликлинику обернулся испытанием. Вот льды вот такие, ну встала, упала и головой идут стукнулся. Я говорю, безобразие какое-то. Я говорю, неужели нельзя песком уж насыпать, а? Ну, все говорят, готовы к этому, к зиме. Все подготовили. Где что подготовили? Тротуар как каток. Прохожие осторожно обходят его по сторонам. У меня этот внук 2-3 раза уже споткнулся, мы друг друга держим и идем. Ага. Ну, это надо, конечно, чистить, так оставлять. Убираться нечасто. Надо посыпать песочком, солью. Дорожники работают неважно. Надо получше работать. Буквально сразу после приезда нашей съемочной группы здесь появился дворник. У меня чистка дороги, переходы и остановки. Еще через некоторое время приехала и спецтехника. Занимаюсь посыпкой тротуаров противогололедным средством, чтобы пешеходы не падали. А это уже улица Татарстана. Наледь на этом пятачке стала преградой для похода в ближайший продуктовый магазин. Особенно тяжело пенсионерам. Одно неловкое движение, и они рискуют упасть на землю. Поэтому для того, чтобы спокойно пройти, необходимо тщательно выбирать траекторию движения. В исполкоме Казани заявляют, наводят порядок на дорогах и тротуарах 446 рабочих и 262 единицы спецтехники. В первую очередь обрабатывают центральные улицы. Противогололедная обработка улиц Казани началась еще с момента первых снегопадов. Для этого заготовили 80 тысяч тонн песко-соляной смеси, 32 тысячи тонн реагента. По данным мэрии, жалоб на качество обработки тротуаров не поступало. Однако медики фиксируют всплеск обращений. Только в травмпункт Советского района с начала прошлой недели обратились уже 50 пострадавших. За неделю буквально где-то порядка 50 пациентов обратилось с переломами, травмами, ушибами различной степени, различных сегментов конечностей. Но это страдают, в принципе, независимо от возраста, и если люди пожилого и среднего возраста, ну и молодежь. В первую очередь страдают руки. При падении человек инстинктивно пытается ими закрыться или опереться. Есть и пострадавшие с черепно-мозговыми травмами.
По вопросам уборки снега можно обращаться по телефону горячей линии мэрии Казани. Номер телефона вы видите на экране. Тагир Валидин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Казанский крематорий и муниципальная собственность, макияжная комната и критика от духовенства. Быть или не быть похоронному дому, читайте в интернет-газете «Реальное время». В Татарстане выявлено 252 новых случая ковид. В госпитале попали 65 человек. Много заболевших в Казани, Зеленодольске и Набережных Челнах. В стране зафиксировано 33,5 тысячи инфицированных коронавирусом. За последние сутки привились 10 тысяч татарстанцев. В Казани родители детей-инвалидов с диагнозом сахарный диабет первого типа просят обеспечить их прибором непрерывного мониторинга уровня глюкозы. В месяц на него они тратят 10 тысяч рублей. Датчика нет в федеральном перечне медицинских изделий, который выдает диабетикам по рецепту. Однако некоторые регионы России изыскали средства в местном бюджете, чтобы приборы пациенты могли получить бесплатно. В этом списке Татарстана не оказалось. Какая она жизнь с диагнозом сахарный диабет и сможет ли республика расширить список бесплатных медизделий, разбиралась Алия Харудинова. Я открываю приложение, то есть нажимаю «Проверить глюкозу». Прикладываю к датчику, и он показывает уровень глюкозы в крови. Что такое сахарный диабет, Раяна узнала 2 года назад. Тогда ей было 11 лет. Сегодня она легко управляется с инсулиновой помпой и по 70 раз в день измеряет глюкозу в крови. Год назад болезненную процедуру прокола пальцев заменили на специальный датчик мониторинга. Он крепится на предплечье, при этом под кожу на 5 миллиметров вводится тонкая игла. При помощи датчика я вижу тенденцию, когда идет сахар, то есть он может показать, медленно вверх идет сахар, быстро вверх, медленно вниз или быстро вниз. И при помощи информации мне намного легче компенсировать диабет. Теперь жить с диабетом Раяне стало легче, а вот семейный бюджет трещит по швам. Одного датчика хватает ровно на 14 дней. В месяц 2 таких мониторинга обходятся семье в 10 тысяч рублей. Их они покупают за свой счет. В федеральный перечень бесплатных медицинских изделий датчики не вошли. Для того, чтобы качественно прожить жизнь с таким диагнозом, обязательно нужно постоянно 24 часа в сутки контролировать сахар, отслеживать его тенденцию, куда он движется. Соответственно, мы можем заранее предотвратить наступление вот этих вот неприятных моментов. Судороги, потеря сознания и даже кома – это последствия, которые могут наступить, если постоянно не измерять уровень сахара в крови. Сегодня в Татарстане диабетом первого типа страдают 1500 детей. Они обеспечиваются препаратами инсулина, потому что это жизненно важное лечение, жизненно необходимое. И для контроля уровня сахара в крови у них у всех есть глюкометр, причем в нашей республике у детей глюкометры, высокая точность которых доказана многочисленными, в том числе и международными клиническими исследованиями, и тест-полосками для проведения этих процедур. Недавно родители детей-диабетиков узнали, что в ряде субъектов такие датчики смогли включить в федеральный перечень и выдают бесплатно. С просьбой о помощи родители обратились в прокуратуру республики. Как сообщили в надзорном ведомстве, только в ноябре к ним поступили 115 обращений от родителей. Проверка еще не окончена. Почему датчики не дают бесплатно детям-диабетикам? С таким вопросом мы обратились в Министерство здравоохранения Татарстана. Вопрос обеспечения льготных категорий граждан расходными материалами к системе непрерывного мониторирования глюкозы в настоящее время решается на федеральном уровне. Данные по потребности среди пациентов из регионов, в том числе из Республики Татарстан, были направлены в федеральный центр. При этом позиции Минздрава России и Татарстана разнятся. Федеральное ведомство отмечает, у регионов есть полномочия на выделение средств из местного бюджета. Органы государственной власти субъекта России вправе устанавливать за счет средств бюджета субъекта России дополнительные меры соцподдержки. Таким образом, решение об организации обеспечения населения субъекта России медизделиями, не включенными в перечни, за счет средств регионального бюджета принимаются органами государственной власти субъекта России самостоятельно. Этими полномочиями уже воспользовались в ряде регионов страны. Бесплатно датчики мониторинга глюкозы в крови получают дети Брянской, Свердловской, Нижегородской, Белгородской областей, Краснодарского края и Республики Дагестан. В Московской области и Санкт-Петербурге разрабатывают необходимые изменения в федеральный перечень. Мы сегодня связались с Министерством здравоохранения Свердловской области. Здесь более 1700 детей с диагнозом диабет. Регион нашел порядка 100 миллионов рублей для обеспечения их бесплатными мониторингами.
надо рассматривать этот вопрос, да, смотреть на бюджет. Во-первых, если это дети, которые страдают сахарным диабетом и имеют инвалидность, то это полностью прерогатива федерального центра, и мы будем обращаться тогда в федеральный центр о том, чтобы эти препараты или необходимые комплектующие для определения, для измерения сахара в крови, какие-то приборы должны быть включены или в перечень лекарственных средств, или в перечень тех технических средств реабилитации, которые у нас получают за счет Фонда социального страхования. Законодательную работу могут начать только после обращения родителей. Они уже готовят коллективное письмо в Госсовет с просьбой обеспечить их детей датчиками сахара. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Обещанного, как правило, 3 года ждут. В случае Альберта Вильданова из Альметьевского района ожидание затянулось еще дольше. Он колясочник, ему сложно попасть и в собственную квартиру, и в гараж. Причина тому разбитые дороги и тротуары, и отсутствие специальной разметки для инвалидов. Как оказалось, и соседи игнорируют знак «Парковка для инвалидов». 3 года назад он уже обращался в нашу программу. После этого его вопрос в районе частично решили. Но почему для полного устранения проблемы понадобится еще год, разбиралась Филюза Хамидуллина. Ну вот мой основной маршрут. Отсюда я еду. Мусор выкидывается. Ямы с каждым годом становятся все глубже, говорит Альберт Вильданов. По его словам, дороги и тротуары во дворе не ремонтировали уже 20 лет. Ночью вот пытался спрыгнуть с бордюра, упал. Ладно, хоть ничего не повредил. Надо как-то пандусы делать, заезды хотя бы. В 15 лет он попал в аварию и с тех пор передвигается на коляске. Для удобства рядом с домом купил гараж, но попасть туда не так просто. Зимой коммунальщики помогают, звоню, приезжают, чистят. Зимой проще, зимой чище. А вот осенью, весной грязь, все это домой на колесах тащу. Расстояние от этого дома до гаража всего 20 метров. Но посмотрите, какая здесь дорога. Яма на яме. В непогоду еще лужи и грязь. В таком же плачевном состоянии и тротуар. Очень неудобно всем жителям этого дома, не то что колясочнику. 3 года назад мы уже рассказывали об этой истории. Тогда Альберт Вильданов рассказывал о недоступности доступной среды. Глава Нижней Мактамы обещал решить вопрос. После выхода репортажа в эфир во двор завезли КАМАЗ асфальтной крошки. Но кардинально эту проблему не решила. Мы с ребятами своими силами раскидали это сколько могли. Но ее быстро размыло, растаскали машины. Установили знак инвалидный. Но без разметки он не имеет юридической силы. Остается проблема с парковкой. После нашего эфира во дворе появился знак «Парковка для инвалида». Но разметку на асфальт не нанесли. Без нее знак не имеет юридической силы, говорит Альберт Вильданов. Поэтому соседи ставят свои машины на его место. Потому что нету разметки и неправомерно требования мои, чтобы не ставили машины. Когда ночью места не бывает, ставят. Когда вечером приезжают люди, если занято, ставят мне машину. А кто, я не могу сказать, я в своем подъезде людей не знаю даже. Почему колясочнику не могут создать доступную среду? Мы спросили в исполкоме Нижней Мактамы. Капитально отремонтировать дорогу не могут, потому что в бюджете нет денег. Но есть и хорошая новость. В следующем году территория войдет в программу «Наш двор», и все пожелания Альберта Вильданова будут учтены. Наконец-то в 2022 году она попадает, и за счет программы будет как раз выполнены все работы, будут учтены все пожелания жителей, как раз вот для отдельных групп лиц, кто захочет, и будет пандус установлен, все вот какие необходимые мероприятия будут выполнены. После ремонта дороги появится и разметка, обещают в исполкоме. В следующем году по программе «Наш двор» в Нижней Мактаме хотят благоустроить 20 дворов. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевский район. Россия и страны исламского мира должны активизировать отношения для защиты безопасности в мире и сохранения традиционных ценностей. Об этом сегодня заявил Рустам Минниханов. Он с рабочим визитом находится в Саудовской Аравии. Здесь он в статусе руководителя группы стратегического видения России и исламский мир участвует в пленарном заседании. В своем выступлении президент отметил, по инициативе Владимира Путина Россия в 2005 году стала наблюдателем в Организации исламского сотрудничества. Сегодня нам следует гораздо активнее использовать потенциал наших отношений. Нам следует совместно повысить эффективность борьбы с терроризмом и взаимодействия по таким направлениям, как защита традиционных нравственных ценностей. На заседании Рустам Минниханов выступил с инициативой установить памятную дату 1803 как год издания первого печатного Корана, а также провозгласить Казань городом первого печатного Корана в мусульманском мире.
Сегодня 110 лет со дня рождения известного политического деятеля республики Салиха Батыева. Больше 20 лет он возглавлял республиканский парламент, Верховный Совет ТАССР. С его именем связан значимый период в общественно-политической жизни республики. Партийной работе он посвятил всю свою жизнь. В Национальном музее республики ко дню его рождения сегодня открылась выставка «Салих Батыев. Штрихи к портрету». Среди экспонатов редкие кадры Салиха Батыева с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым во время его визита в Татарию. Книги политического деятеля, госнаграды, грамоты, документы. Салих Батыев внес значительный личный вклад в развитие парламентаризма, формирование его традиций в республике. Под его руководством заложена солидная нормативно-правовая база. Благодаря своим высоким личным качествам, настойчивости, стремлению к справедливости, Батыев с достоинством прошел сложную политическую и хозяйственную школу, как мы говорим, на высших должностях или в верхах. Это поколение особо самоотверженных людей. Им-то досталось предвоенные, военные, послевоенные годы, восстановление разрухи, восстановление экономики страны. Поэтому они настолько преданы судьбе партии, народу, они служили интересам именно развития, в этом случае интересов развития нашего Татарстана. Первый в России стратегически важный для Татарстана. Коллектив «Казань-Оргсинтеза» стал лауреатом премии правительства страны в области науки и техники. Награду удостоена команда во главе с генеральным директором Фаридом Минигуловым. Премии также получили главный советник генерального директора компании «Таиф» Альберт Шигабудинов, заместитель генерального директора компании «Таиф» Владимир Пресняков и генеральный директор общества «Савпласт» Андрей Евсеев. Они вместе создали экологически безопасное производство поликарбонатов. Область их применения самая разная, от электроники до авиакосмической промышленности. Производство, которым гордится Татарстан, увидел Рамиль Галиуллин. Здесь почти все работает самостоятельно. Оператор задает лишь нужные параметры. Внутри этих мешков специальный вид пластика – поликарбонат. На этом заводе ежечасно на свет появляется до 30 тонн материала. Сейчас мы на складе готовой продукции и, разумеется, большое внимание на предприятии безопасности, поэтому находиться здесь можно только в защитной экипировке. Ну а так выглядит сам конечный продукт – это гранулы поликарбоната, больше напоминающие разбитое стекло. Фасуется материал вот в такие мешки. Вес одного мешка достигает до 1000 килограммов. Именно так выглядит изделие, пока не станет, например, контактными линзами или автомобильными фарами. Благодаря термостойкости и высокой ударопрочности поликарбонаты прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Их применяют в автомобиле и самолетостроении, электронике и строительстве. Потребность выросла и в пандемию. Пленочный поликарбонат применяется для изготовления средств защиты, в том числе и медиков. В свете последних пандемических событий из пленки поликарбоната производятся маски, забрала, которые защищают медиков от инфекции. Сегодня завод – единственный производитель поликарбоната в стране. Материал реализуется как на российском рынке, так и за рубежом. Экологически безопасное производство было запущено в 2008 году. В 2020 предприятие сумело провести модернизацию даже в условиях пандемии. Экологичность – это именно эта технология, во-первых, так как у нас нет применения фосгена. Очень опасно, это химическое отравляющее вещество. Это первый фактор. Потом при применении фосгена применяется очень много растворителей, которые нужно очищать и, соответственно, тоже выбросы в атмосферу. В нашей технологии этого ничего нет. Флагман химической промышленности страны стал лауреатом премии правительства. Награды за создание уникального для России проекта получили 10 человек. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. 5 побед подряд хоккеисты Акбарса совершили камбэк в матче с рижским «Динамо». Проигрывая по ходу встречи, команда Дмитрия Квартального смогла порадовать болельщиков результативной концовкой. Данис Зарипов забивает 2 игры подряд, что стало ключевым в поединке. Алмаз Гафиятов. Сами создают проблемы и героически их преодолевают. Акбарс в этом сезоне забивает редко. Но даже в таких условиях команда старается забрать 2 очка. Тюбетейка лучшего игрока досталась Даниилу Тарасову. Звеном двигаемся, да, с каждой игрой есть какое-то понимание, да. Сегодня сам должен был решать, но шайба стала на ребро. Я не знаю, что там случилось, пустые ворота не забил, но главное, что понимаем друг друга, да, и получается у нас неплохо, я думаю. Порадовал себя, болельщиков и сделал подарок на день рождения мамы. Капитан Барсов Данис Зарипов забрасывает 2-ю игру подряд. В 40 лет показывать такие результаты под силу только ему. Всех с победой. Молодцы все. Ну так, 2 периода так вату покатали.
Ну, это нормально. Так, входили в игру. Нервы пощекотали всем, да, и сами себе тоже. Давай, ну, красавцы, что переломили. Проигрывая 1-2, Акбарс переломил ход встречи. Итоговый счет 4-2 в пользу хозяев. Именно в таких поединках проявляется настоящий спортивный характер. Хорошая игра, хороший третий период. Зай, красавец. Так что нам принес сегодня. Ну, все молодцы, старались. С победой. Долго радоваться победе не получится. Уже завтра у команды домашняя встреча против СКА из Санкт-Петербурга. Алмаз Гафиатов, ТНВ, Казань. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках новостей. Здравствуйте! В четверг в республике прогнозируются очередные изменения в погоде. Об этом прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, пасмурный и снежный циклон на юго-востоке республики. Температура значительно повысится. Ночью и утром снегопады. Потеплеет в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Атмосферное давление понизилось, влажность высокая, ветер по-прежнему порывистый. Ночью снег, а днем преимущественно без осадков. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше в ночные и утренние часы снег, местами метель. Если ночная температура минус 11, то днем потеплеет до минус 2. В Арске, в Кукмаре-Балтаси облачно, температура также повысится, не обойдется без снега. В Болгаре, Држаном, Буинске аналогичная картина. Снежно ночью, днем синоптики обещают 0 градусов. Теплые воздушные массы поступают и в Альметьевск, Чистополь, Мамадыш. Ветер порывистый, температура повышается. Снега будет много, местами метель. В пятницу осадки прекратятся, температура существенно не изменится. Погодные процессы некомфортны для самочувствия и скачки температуры могут стать причиной недомогания. Берегите свое здоровье. В Казани ожидается облачная погода, в ночные и утренние часы снег, местами сильный. Ночная температура минус 6, а днем около 0. Ветер западный, сильный, порывистый. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 86%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.